Добрый день. На телеканале Тува-24 «Время новостей», в студии Матар Сандан. По данным Управления Роспотребнадзора и Минздрава Тувы, за неделю с 19 по 25 июня выявлено 202 новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 120 случаев больше, чем за предыдущую неделю. Выздоровело за этот же период 103 пациента. По распоряжению исполняющей обязанности главы Тувы Владислава Хавалыга, контактные по коронавирусу дети переведены в обсерватор, оборудованный в гостинице Буян-Бадыргы. До вчерашнего дня они находились в общежитии строительного техникума, помещение которого не соответствует санитарным нормам. Далее в сюжете Алдынкес Буян. В общем чате Вайбера, где родители заболевших и контактных детей получали информацию об их состоянии, появилось видео о санитарно-эпидемиологических нарушениях в общежитии Тувинского строительного техникума. Видно, как одна из родительниц беспрепятственно вошла в карантинную зону. На фото, которое присылали дети своим родителям, видны факты нарушения пожарной безопасности. В обсервации детям и взрослым приходилось делить соседство и с тараканами. На 92 ребенка и 24 взрослых здесь всего 3 санузла. А горячей воды и души говорить даже не приходится, потому что их нет. Несмотря на все неудобства, дети находятся в хорошем настроении. Не унывают, слушают музыку, поют песни под гитару и улыбаются. На момент съемки дети чувствовали себя хорошо. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сегодняшний день мы осмотрены. На данный момент 92 детей. Состояние у всех стабильное. Тяжелых таких больных нету. На госпитализацию никого не направляли. Исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык, узнав о антисанитарных условиях в строительном техникуме, в срочном порядке распорядился переселить детей в здание с лучшими условиями проживания. В 18:30 было решено детей перевести. Печально, что некоторые родители сами нарушают антиковидные меры по профилактике и безопасности детей. Ведь во время обсервации любые внешние контакты с детьми запрещены. Нельзя передавать еду, личные вещи, так как на многих поверхностях вирус может жить до 2 или 3 дней. Медицинский персонал в средствах защиты выстроился в живой коридор, чтобы ни дети, ни родители не контактировали друг с другом. Правительство Тувы подписало соглашение с гостиницей Буян-Бадыргы, чтобы контактные дети окончание обсервации переждали в комфортных условиях, ведь для них это все и так стресс. С сегодняшнего дня они будут жить в очень хороших условиях. Нас всех это удовлетворяет, потому что чайники, душевые, туалеты в каждой комнате индивидуально. Поэтому дети, которые вместе лежали, которые совместно были в одной комнате, точно так же в таком расположении будут находиться в гостинице Буян-Бадыргы. Они будут 14 дней по требованию Роспотребнадзора, они будут здесь по предписанию находиться в Буян-Бадыргы. Питание у нас было согласовано. Договор услуги нам индивидуальный предприниматель Доржу Роберт Армеевич в 5-разовом питании. Это завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин детям будет обеспечено. Персонал гостиницы Буян-Бадыргы готовится принять детей. Кровати, матрасы, полотенца, гигиенические наборы – все это нужно приготовить за ограниченное время. Комфорт детей в условиях обсервации превыше всего. Наша съемочная группа решила лично убедиться, в каких санитарных условиях находятся гостиничные номера. В каждой комнате, где будут проживать дети, имеется телевизор, холодильник, набор полотенец, чистая постель, горячая и холодная вода, ухоженный санузел, раковина, душевая, подключен Wi-Fi. Организовали транспортировку всех наших детишек и персонала. Вопросы приходилось решать очень оперативно по поводу размещения и на условиях обсерватора и условиях изолятора. Некоторые родители приехали из районов, чтобы убедиться, в каких условиях живут их дети. Аида Сюрюн – мать 3 детей. 2 из них были в первом сезоне оздоровительного лагеря «Байлак». Один из них находится на лечении в Республиканской детской больнице Кызыла, а старший был в обсерваторе строительного техникума. Узнав об условиях в общежитии, она незамедлительно приехала в Кызыл, чтобы просить перевести детей в более комфортные условия. Для того, чтобы успокоить детей, в виде исключения одной из родительниц позволили осмотреть номера, в которых будут жить дети. Надев защитный костюм, она постучала в первую попавшуюся дверь, лично проверила условия проживания детей и сразу почувствовала спокойствие и радость. Так хорошо, все чисто, уютно, дети довольны. И как родитель, я законный представитель, тоже я довольна. Спасибо вам большое за такой кратковременный срок. Сегодня прям с 5 часов так хорошо сделали. И огромное от имени родителей огромное вам спасибо.
Мы, в свою очередь, призываем жителей республики относиться с большой ответственностью к своему здоровью и здоровью ваших детей. Алдын Казбуян, Буян Монгуш, Ангар Оржик, Тува 24. Надо быть открытыми и честными. Если есть проблемы, об этом тоже надо информировать общество. Благодарен неравнодушным матерям, которые требовали лучших условий для своих детей. Это их право. Сейчас главное – дети в тепле и уюте. За ними наблюдают медики. Так прокомментировал Владислав Хавалы в своем блоге «Меры по улучшению условий проживания для детей из лагеря Байлак». В Кызыле сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Тыва пресечена попытка организовать наркопритон. Также 16 предписаний на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли получили разные организации Тувы. Подробнее расскажет Инна Клоян. В результате оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва установили, что ранее судимый 47-летний житель города Кызыла на территории своего частного домовладения организовал наркопритон. Полицейские зафиксировали факты предоставления помещения наркозависимым лицам в период с февраля по июнь текущего года для изготовления и употребления наркотиков опийной группы. В отношении организатора наркопритона, ранее судимого 47-летнего жителя Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигурант дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. При обследовании территории домовладения на улице Коммунальной сотрудники обнаружили предметы, которые применяли для изготовления наркотических средств. В частности, по дому были разбросаны шприцы и емкости с веществом коричневато-оранжевого цвета. Помимо этого, полицейские обнаружили пустые пачки от семян мака, бутылки из-под уксуса. Исследованием, проведенным экспертами и криминалистами, установлено, что в изъятых емкостях и шприцах находилось более 35 граммов экстракта маковой соломы. В момент проверки в наркопритоне вместе с фигурантом находились двое мужчин 1971 и 1976 годов рождения, которые для установления личности были доставлены в полицию. Всего за прошедшую неделю в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков возбуждено 6 уголовных дел, составлено 12 административных протоколов, из незаконного оборота изъято более 120 граммов наркотических средств. В продолжении темы. Наркоситуация в регионе, особенно в летний период, когда начинает расти конопля и у граждан имеются широкие возможности по ее незаконному сбору, находится под особым контролем МВД по Республике Тыва. Были проведены проверки за ходом уничтожения дикорастущей конопли на территории городов Кызыла и Агдавурака, поселка Кахем, Пихемского, Барунхемчикского, Тандинского и Кахемского районов. Напомним, что проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей конопли запланировано в рамках реализации государственной программы. Инна Клоян, Мирана Иргит, Тува 24. Продолжается межведомственное взаимодействие Миндортранса, мэрии Кызыла и ГИБДД. На этот раз сотрудники ведомств проверяли не только наличие водительских прав, детских автокресел, но и проводили дезинфекцию транспортных средств, беседы, раздавали памятки против коронавирусной инфекции. Далее продолжит Айсу Мангуш. Как вы думаете, почему люди не носят маски в маршрутках? Потому что душно, наверное. Нет. Как вы думаете, это вообще правильно носить маски? В период эпидемии, скорее всего, неправильно. Наверное, не понимают, что вот эта болезнь, она воздушно-капельная. Наверное, не понимают просто. Я думаю, так. А как вы думаете, почему люди в маршрутках не носят маски? Я думаю, они что очень самонадеянные. Не верят, что они заразятся. Ну, не знаю, на что они надеются еще. Коронавирус продолжает свирепствовать в мире, поэтому защита населения от коварного заболевания остается приоритетной задачей государства. Работники государственных учреждений в очередной раз вышли на рейды. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на общественном транспорте транспортного комплекса совместно с мэрией города Кызыл, управлением ГИБДД по Республике Тыва проводятся профилактические мероприятия с участием транспортных средств, то есть общественного транспорта. Мы раздаем вот такие вот листовки, получается, водителям маршрутного такси, проводим профбеседы с ними по поводу
проведение ряд мер, соблюдение всех этих мер. Проверке подверглись легковые автомобили, пассажирские автобусы и маршрутные такси. Проверяли наличие детских автокресел, исправность ремней безопасности, документы на право вождения транспортного средства, а также есть ли перегруз пассажиров. Невыдача проездных билетов, составляется протокола, а также изменение маршрута, утвержденный маршрут, если изменили, не туда поехали, также оставляются протокола. И при составлении протоколов, после составления протоколов нами на специальной комиссии мэрии города Кызыла рассматриваются данные материалы и налаживаются предупреждения или штрафы. По итогам рейдовых мероприятий было охвачено 22 транспортных средства. С водителями были проведены профилактические беседы, им были розданы памятки. Было выявлено несколько водителей с просроченными водительскими правами. Специалисты призывают не забывать пристегивать ремни безопасности и дезинфицировать транспортное средство. Ведь это гарант вашего здоровья, здоровья тех, кто едет с вами рядом. Рейдовые мероприятия Минтрансом, мерей по маршрутным транспортным средствам, маршрутным такси, которые перевозят пассажиров, лицензии, уклонение маршрутов транспортных средств и перегруз по населению перегрузом и по собранию документов. Подобные рейдовые проверки продолжатся, ведь безопасность населения является одной из основных задач правительства республики. Айсум Монгуш, Буян Монгуш, Даян Дансюрин, Мирана Иркит, телеканал Тува-24. Сегодня судебные приставы в принудительном порядке выселили людей, которые в свое время согласились на сомнительный вариант приобретения жилплощади. Судебное решение по муниципальной собственности не исполнялось в течение 6 лет. Ответчиком в этой неоднозначной истории выступает управляющая компания «Тайга». Подробности в сюжете Даяна Дансюрина. Квартирный вопрос вновь мучает жителей и муниципальные органы города Кызыла. Здесь, в доме по улице Дружбы, 45, в ходе выселения возникло целых 4 стороны, преследующих свои задачи и цели. Данное выселение произошло по решению арбитражного суда Республики Тыва. Управление Федеральной службы судебных приставов по республике получило исполнительный лист, требующий принудительного исполнения решения суда. В соответствии со статьей 107 Федерального закона номер 229 об исполнительном производстве требуем освободить помещение по улице Дружбы 45, литер А, в пользу Департамента экономики и имущественных отношений финансового контроля мэрии города Кызыла. Требуем освободить помещение. Ну, кого выселяете на сегодняшний день? Освобождению подлежало нежилое помещение первого этажа здания, в котором без какого-либо документального оформления проживали люди. Руководитель управляющей компании ЖУ «Тайга», расположенного на цокольном этаже здания Анчима Иргит, заявила о незаконности выселения. Почему тогда в нем проживают люди? Это дворники, наши дворники так и раньше так жили. Монгуш Алена Владимировна, когда жила, тоже они решение суда, они получили решение суда. И тогда одновременно эти же Одинаевы жили. Одинаевы, судебные приставы вместе с департаментом, они подали иск об замене ответчика. Одинаевы и Монгуш Алена Владимировна. Их заменили, что на имя меня. Говоря о незаконности компании, прежде всего нужно посмотреть на свои действия со стороны исполнителя закона. Нежилое помещение, куда УК «Тайга» пустили жить людей, это собственность муниципального образования городского округа, город Кызыл, Республики Тыва. Получается, что мэрия несет ответственность за жизни людей, которые проживают в нежилой зоне. Иск об истребовании данного помещения у управляющей компании в арбитражном суде был удовлетворен. Вот и пришли судебные приставы. Согласно свидетельству, это нежилое помещение. Соответственно, на прошлой неделе также Бугаровой было подано заявление в Департамент экономики и имущественных отношений о том, чтобы отсрочить выселение судебных приставов. Когда подавалось исковое заявление, данное помещение нежилое никем не было занято, кроме Бугарова, директором ЖЭУ «Тайга». Это когда подавалось? Еще раз. Исковое заявление было подано в 2019 году. В тот момент никто здесь не проживал в нежилом помещении и занимала сам директор ЖЭУ «Тайга». То есть у нее там был офис или что? Да, на тот момент, то есть она просто занимала незаконного. С 2015 года, когда уже было вынесено решение о выселении людей из нежилого помещения, управляющая компания до сегодняшнего дня так и не исполнила требования, удовлетворенные судом. В итоге было принято решение о его принудительном исполнении. Получается, что из-за несоблюдений законного требования управляющей компанией люди остались без жилья. Предмет
предмет исполнения неимущественного характера. При вынесении постановления о возбуждении исполнительного производства судебный пристав, исполнитель предоставил должнику срок до 5 дней для добровольного освобождения нежилого помещения, что должником не было исполнено. Приставом-исполнителем был произведен весь комплекс предусмотренных законом мер по принудительному исполнению исполнительного документа. В поисках заработка в Кызыле многие соглашаются на сомнительные варианты проживания и часто попадают в подобные ситуации. Даян Данцирюн, Буян Мунгуш, Мирана Иргит, ТУА-24. Впервые на Красноярской земле проведен смотр-конкурс федерального уровня среди подразделений МЧС России. На состязаниях встретились лучшие из лучших. Все команды показали себя на достойном уровне, звенья работали как единое целое. Лучшей среди газодымозащитной службы в Сибирском федеральном округе стала команда управления МЧС по республике Тыва. Продолжит Айсу Мангуш. Участники смотра конкурса продемонстрировали теоретические и практические навыки. В первый день конкурсанты решали задачи, преодолевали полосу препятствий, блок-модуль, ориентации со сложными условиями, узкий лаз с крутым спуском, падающие конструкции и даже с криками пострадавших. На второй день необходимо было зайти в густую задымленную квартиру со множеством комнат и коридоров, оттуда вынести пострадавших и оказать первую помощь. По итогам соревнований первое место заняла команда из Тувы. Серебро досталось сборной из Хакасии. Третье место отвоевала команда из Алтайского края. Победители и призеры получили кубки и медали, а также смогли обменяться бесценным опытом с коллегами из других регионов, который в будущем поможет эффективнее выполнять нелегкую работу огнеборцев по спасению людей. Айсу Мангуш, Ангар Ожек, телеканал Тува-24. На этом у меня все. Всего вам хорошего. До встречи.